Еще раз, что суды Петербурга постановили накануне принудительно выдворить из России 418 иностранцев по статье «Нарушение правил въезда или режима пребывания в России». На дорогах проводят рейды, останавливают машины, если вдруг видят, что за рулем человек не славянской внешности. Я сама общалась с правозащитниками, которые рассказывают совершенно чудовищные истории про физическое насилие по отношению к мигрантам и про, например, принудительное выселение из квартиры. Причем ненависть распространяется сейчас на всех без разбору. Есть регистрация, нет регистрации, прописка, рабочий контракт. Это все абсолютно не важно. Важно, что ты выглядишь не как славянин. Власти Таджикистана также сообщили об оттоке трудовых мигрантов из России. Они говорят о том, что их граждане попросту боятся оставаться в России. К нам присоединяется Мухиддин Тилоевич Кабиров, лидер оппозиционной коалиции «Национальный альянс Таджикистана» и бывший депутат парламента Таджикистана. Здравствуйте. Добрый день, Марфа. Добрый день. Извините, что мы вас заставили немного подождать. Я слушал с удовольствием. Очень хорошая аналитика. С удовольствием слушаю. И да, я Руслана Айсина тоже всегда с удовольствием слушаю. Знаете, я нашла несколько интересных цифр, которые касаются граждан Таджикистана. Например, меня совершенно удивило то, что больше граждан Таджикистана получают российское гражданство, чем граждан из других стран бывшего Советского Союза. Это действительно так? Почему так происходит? Опять же, в сравнении с другими постсоветскими странами, почему именно для таджикистанцев в последнее время была наиболее привлекательна Россия? Да, действительно, это так. Даже в условиях войны, в условиях подсанкционной России, когда Россия под санкции идет война, тем не менее, вот даже такая Россия, она более привлекательна для таджикских граждан, чем собственная страна, чем дома. И если до войны, до 2022 года ежедневно по данным консульского управления Российской Федерации ежедневно 410 таджикистанцев получали российское гражданство, сейчас цифра выросла до 600. Это о чем говорит? Говорит о том, что таджики в этом видят шанс выйти, покинуть страну, начинать новую жизнь. Это своеобразная русская рулетка. Если останешься в живых после участия в войне против Украины, то у тебя будет другая жизнь, намного лучше, чем в Таджикистане. Если нет, то, по крайней мере, твои дети, твоя семья получат какие-то льготы. Вот примерно такая психология, почему таджикистанцы сейчас принимают российское гражданство, и цифра растет. Конечно, после этих последних событий я не уверен, что цифры будут расти, возможно, даже снизится и поток мигрантов, и те, которые хотят получить российское гражданство. Да и сама российская власть, наверное, после этого будет более осторожна относиться к гражданам Таджикистана. Но, тем не менее, вот такая тенденция до этих событий у нас была, и эти цифры в целом, они верны. Ну, это ведь такая странная логика или психология, как вы сказали. Люди сейчас, я имею в виду граждане Таджикистана в России, боятся вот этой возрастающей ксенофобии, а до этого они не боялись идти на войну, где, простите, я, конечно, не назову точный процент, но 70-80%, что ты оттуда живым не вернешься. Марфа, я не удивляюсь, вот для вас этот факт вас удивляет, а меня нет, потому что ситуация в Таджикистане на самом деле очень сложная. Социально-экономическая ситуация, политическая ситуация. И поскольку Таджикистан – это довольно изолированная страна, очень мало информации, и оно находится где-то на периферии, как транзитное государство
в сторону Афганистана. Все мировое сообщество, я не говорю уже о России, а о СНГ, даже на Западе, они закрывают глаза на все, что происходит в Таджикистане. Я просто вот приведу несколько фактов, чтобы у вас было какие-то общие представления. Таджикистан не то, что самая бедная страна СНГ, но и входит в двадцатку самых бедных государств мира. Госбюджет в прошлом году был где-то в районе $2,5 миллиарда. Ну, представьте себе, $2,5 миллиарда – это госбюджет. И какая зарплата может быть у бюджетников? Пенсии, стипендии, и здравоохранение, образование и так далее. И при этом 10 миллионов населения. Таджикистан входит в десятку самых коррумпированных государств. Таджикистан почти как государство, она приватизирована одной семьей. Рахмон уже более 30 лет является главой государства. Он назначил себя недавно еще лидером нации по Конституции. Назначил сына главой Сената, вторым человеком в стране. Дочка является главой администрации президента. То есть семья не только политически, но и экономически, финансово, они захватили всю страну. Молодой человек, который, кстати, мы вошли в пятерку, вот в этом году вошли в пятерку самых репрессивных государств. Об этом мало кто знает, но Freedom House, который специализируется именно на эти вопросы. Мы вошли в комиссию по религиозным свободам США, в десятку самых худших врагов свободы религии, также самая свобода средств массовой информации и так далее. Но поскольку Таджикистан – это маленькая изолированная страна, это не Россия, не Беларусь, не Турция, не Иран, мало интересов, поэтому об этом мало говорят. Но все это в конечном итоге приводит к тому, что таджикистанцы, не видя перспективы у себя дома, они стараются получить или уехать куда угодно. А самая доступная страна – это Россия, и русский язык, и общее советское прошлое. И без визы можно ехать. Но сейчас уже таджики сейчас идут работать в Великобритании, есть запрос, Южная Корея и так далее. Но основная масса идет в Россию, поэтому не надо удивляться тому, что, несмотря на сложную ситуацию в самой России, она все еще остается привлекательной для таджикистанцев. Даже сейчас мы говорим, вот сейчас вы можете позвонить в Душанбе, может быть, в столице сейчас есть электричество в эти часы, но в целом по всей стране дают электричество, должны давать 8 часов в сутки, уже несколько месяцев у нас подряд, но реально дают где-то 4-5 часов. Как может молодой человек оставаться в такой ситуации, кормить семью? И, конечно, он поедет в миграцию, и даже если предлагают ему какие-то легкие деньги, неважно, это провокация каких-то спецслужб или экстремистских организаций, он спокойно может пойти на этот шаг. Поэтому я не удивляюсь этому. Вот я вас слушаю, 2 миллиарда госбюджет на 10 миллионов человек населения. Насколько вообще по экономике Таджикистана еще больнее сейчас ударит вот этот приток своих же граждан, которые возвращаются к себе на родину? Потому что если раньше они работали в России, мы знаем, что схема работает так, что они отправляют деньги в Таджикистан, и там их семьи живут на эти финансы, то я предполагаю, что если многие таджикистанцы сейчас поедут к себе обратно в Душанбе, то экономике Таджикистана станет еще сложнее. Знаете, возвращение наших мигрантов ударит не только сильно, но и очень больно для самой власти. Рахмон за последние 15-20 лет выстроил такую экономику, вообще такую ситуацию, что молодые таджикистанцы должны въехать в Россию, отправить оттуда деньги. Кстати, деньги, которые отправляют наши граждане, в 2 раза превышают госбюджет страны. Официально по данным ООН от 5 до 6 миллиардов
отправляет деньги. Были годы, когда это были в годы коронавируса до 4 миллиардов, но неофициально я подозреваю, что еще пару миллиардов можно добавить, потому что люди отправляют деньги еще не только через банковскую систему, но и по различным другим схемам. То есть получается, что мигрант – это кормилец Таджикистана, но Рахмон почему-то вот эту цифру уже более 10 лет засекретил. Национальный банк Таджикистана не имеет права озвучить как сумму, которую отправляют мигранты, потому что Рахмон, как лидер нации, считает себя почти что Богом, он и кормилец, он и отец, он все. Но если вдруг так все народ будет знать, что нет, не Рахмон кормит население, а именно мигрант, обычный мигрант, который работает в стройке или там в парикмахерской, или там где-то в складах в ужасных условиях, он является кормильцем Таджикистана, вовсе не лидер нации, вождь всех времен Эмомали Рахмон. Поэтому они засекретили. Тем не менее, специалисты, эксперты, особенно МВФ и ООН, ежегодно они публикуют эти данные. И если, я не знаю, какое количество, какой процент мигрантов таджикских вернутся из России, я думаю, что это будет не очень большая цифра, потому что многие наши граждане, они или получили гражданство, у них двойное гражданство, или каким-то образом они могут еще остаться в России. Но если даже 20% из них будет возвращаться домой, то это для России не очень большая цифра. Можно их заменить, там, не знаю, киргизами, узбеками или украинцами из оккупированных территорий на худой конец. Но для таджикской экономики, для Таджикистана, особенно с политической точки зрения, это довольно больно, ощутимо, потому что и так в Таджикистане ежегодно на рынок труда выбрасывается около 200 тысяч новых рабочей силы, а рабочие места создаются очень мало. И поэтому Рахмон заинтересован, чтобы как можно больше молодых ребят отправить в Россию. Это ему выгодно экономически и политически, потому что управлять детьми, стариками и чиновниками намного легче, чем молодыми людьми, которые не имеют работы, при этом у них требования такие же, как требования молодого человека в России или где-нибудь в других государствах. Поэтому для Таджикистана это будет ощутимо, и Рахмон старается сейчас, вот по нашей информации, сейчас такая напряженность в коридорах власти в Таджикистане. С одной стороны, они не могут защищать мигрантов, не могут ничего нового предлагать, чтобы они оставались. И до сих пор нет реакции со стороны правительства по защите мигрантов. Я не говорю уже по защите подозреваемых. Они этого никогда не будут делать. Они уже, скорее всего, приняли официальную версию. Но даже нет ощутимой поддержки в адрес мигрантов, которых выдворяют, депортируют сотнями. Поэтому таджикская власть не знает, что делать. Наверное, они в срочном порядке должны уже готовить программу, как принимать у себя мигрантов, где их обеспечить работой и так далее. Но судя по первой реакции, таджикская власть продолжает старую линию репрессий, запугивания, чтобы даже если мигранты вернулись домой, без работы, без света, без перспективы, главное, чтобы они боялись властей, и единственное требование от властей – это не трогать их, не арестовать, не подозревать их в какие-то связи с террористами. Поэтому власть сейчас начала арестовать уже по последним данным уже 15 человек в самой Таджикистане в связи с подозрениями или в участии по подготовке этого московского теракта или в других террористических атаках, которые я не уверен, что это так, но давайте подождем окончания этих расследований. Но то, что факт, что таджикская власть уже начала запугивание собственного населения, включая тех мигрантов, которые
возвращается домой. Я бы хотела все-таки к теракту вернуться, пока у нас еще есть пару минут. Можете ли вы сказать, какая связь у Таджикистана с этим крылом ИГИЛ или с этой, как только что нам сказал Руслан Айсин, уже отдельной группировкой Вилаят Хорасан? Почему именно таджикистанцы попали под вербовку? Знаете, вообще, давайте, что такое Хорасан? Хорасан – это историческое название, это огромные территории, включающие Иран, даже часть Кавказа и Турции, Афганистан, часть Индии, то есть Пакистан, и, естественно, Центральная Азия, где всегда доминировала таджикский язык, таджикская культура, персидская. И поэтому, когда вот ИГИЛ назвал эту территорию Вилаят Хорасан, они ведь разделили мир на несколько вилаятов. Магриб – это Северная Африка, Хиджаз, Ближний Восток, Персидский залив, Шом, Ближний Восток, Кавказ и Хорасан. И поскольку персидский язык, таджикский язык всегда был доминирующим здесь, еще до большевиков, в царское время, и сейчас ИГИЛ ведет свою пропаганду в основном на персидском или на таджикском языке. И с учетом того, что вот очень сложная социально-экономическая ситуация в стране, репрессии, отсутствие свобод, и есть предрасположение. И без пропаганды есть, как бы, исходя из таджикской молодежь считает себя обманутым, причем всеми. И властями, и оппозицией, и Западом и так далее. Они хотят мстить, но тем более идет такая пропаганда обширная на таджикском языке, доходчиво объясняют, какая альтернатива у молодого таджика для того, чтобы улучшить, если не в этой жизни, хотя бы что-то иметь в той жизни, то поэтому я не секрет, что если не половина, то ощутимая часть Вилаят Хорасан в составе ИГИЛ – это таджики или таджики из Таджикистана, таджики Афганистана и персоязычные. Есть даже такие цифры, что более половины Вилаят Хорасан – это таджики или персоязычные. Поэтому тут и история, и современность, и социально-экономическая ситуация. Все в совокупности создает сейчас вот такую ситуацию, где, к сожалению, таджики оказались в составе ИГИЛ. Я думаю, что, я боюсь просто, что это не конец этого явления, этой тенденции. Может быть, какая-то будет передышка. Эти репрессии однозначно будут иметь, наверное, кратковременный эффект. Но если ситуация не будет меняться кардинально, я не уверен, что у России и у таджикских властей есть воля, есть понимание вопроса, есть готовность к каким-то реформам, изменениям, к новым подходам, как менять ситуацию, чтобы таджикская молодежь не пошла в сторону ИГИЛа, потому что они морально, психологически, идеологически не готовы к этому. Они знают только репрессии, только давить, арестовать, уничтожать и так далее. Я боюсь, что через некоторое время опять мы будем свидетелями новой волны. И это я говорю, если эти меры, репрессивные меры будут иметь какой-то эффект. Но они будут очень кратковременными. Простите, я тоже снова забегаю вперед немного на следующую тему. Вы, наверное, слышали о том, что депутат Госдумы Мария Бутина предложила перевести и судить вот тех, кто задержан и арестован на данный момент, террористов в Беларусь, потому что там до сих пор, вернее, снова разрешена смертная казнь. Знаете ли вы, какое к этому отношение в Таджикистане, и будут ли власти пытаться что-то сделать против этого? Во-первых, таджикская общественность, независимо от того, она проправительственная, прооппозиционная, она не верит, не хочет
воспринимать это, верить в то, что таджики совершили. Многие говорят, что это была провокация. Если даже таджики участвовали в этом теракте, то это была провокация, их просто обманули и так далее. Таджикская власть, она приняла очень такую странную позицию, не считает своим долгом, своей обязанностью защищать собственных граждан. В отличие от других государств, от всех, от нормальных государств. Даже мы все знаем, что Путин, Владимир Владимирович Путин в своем интервью американскому журналисту, он поднял вопрос российского преступника, который убил в Германии чеченского оппозиционера. Он не скрывал, он не сказал, Путин не сказал, что он не виновен, он не преступник. Он сказал, что он совершил это из каких-то патриотических убеждений, и Россия готова обменять его на любого другого западного арестанта в России. То есть это говорит о том, что государство заботится о своих гражданах, даже если он преступник. А таджикские граждане, они пока только подозреваемые. Это ужасная трагедия, ни в коем случае я не оправдываю, но они пока, они не то, что еще не доказано, они подозреваемые. Но ладно, этих 4 подозреваемых, сотни, тысячи мигрантов, таджикская власть пока ничего не делает для того, чтобы их защищать. Какие-то центры по поддержке, правовые центры. Дело в том, что сейчас таджикские мигранты, они остались без какой-либо правовой, психологической, моральной поддержки. Все авторитеты, видные таджикские деятели, адвокаты, юристы, духовные лидеры, они с подачи Рахмона и с помощью российских властей, они или арестованы, или депортированы. Многие сейчас сидят в тюрьму. Они были гражданами России. Изат Амон, Карамат Шарипов, многие видные политические деятели. Я, будучи депутатом, многие ездил по регионам, встречались. Меня сейчас запретили въезд в Россию. И таджикская молодежь, таджикский мигрант, он не только остался без авторитетных лидеров, без каких-то ценностных ориентиров. Он вообще беззащитен. Он не чувствует защиты ни со стороны правительства, ни со стороны российских властей и местной общественности. А то, что вот сейчас предлагают казнить их в Беларуси, потому что там до сих пор смертная казнь, наверное, есть. Скорее всего, это так. И они считают, что каким-то образом Беларусь имеет на это право наказать этих преступников или подозреваемых по своему внутреннему законодательству, потому что там погибли граждане Беларуси, или они хотели въехать в Беларусь. Но это пока только для этих 4, чтобы успокоить ту общественность, свою общественность. Многие в России против, многие в самой России не верят тому, что эти 4 заслуживают такого издевательства, даже будучи подозреваемыми, мы все стали свидетелями, как к ним относились. Это просто варварство. Это когда государство занимается или повторяет действия террористических организаций, это немыслимо. Но тем не менее, есть призывы к тому, чтобы ввести обратно в Россию смертную казнь. То же самое и в Таджикистане. То есть постсоветское пространство, по крайней мере, вот Россия, Таджикистан, такие призывы прозвучали в Киргизии недавно на фоне отдельных преступлений. Есть ностальгия по смертной казни. Я думаю, что это, знаете, все идет по спирали. Мы будем ждать, после этого надо дождаться новых репрессий, запугиваний. И ситуация будет накаляться, конечно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам. Надеюсь, что мы еще обязательно поговорим с вами в эфире. В любом случае будет ситуация развиваться. Мухиддин Тилович Кабиров, лидер оппозиционной коалиции «Национальный альянс Таджикистана» и бывший депутат Таджикистана, бывший депутат парламента Таджикистана.